Давайте теперь от истории перенесемся в мир природы. В рубрике «Животный мир Ингушетии» мы расскажем вам о снежном барсе, крупнейшем хищнике Кавказа. Барс, снежный леопард, или как его еще в народе называют ирбис, представитель семейства кошачьих, обитающий в горной местности, и может подниматься в горы на высоту до 1000 метров над уровнем моря. Длина тела достигает более 2 метров в длину, с массой тела свыше 50 килограмм. Кроме Кавказа, снежный барс распространен в Средней Азии, Иране, Афганистане и Пакистане. Ведет он одиночный образ жизни, логово устраивает в скалистых нишах, очень ловко лазит по деревьям и перемещается по практически отвесным склонам гор. Охотится на горных туров, серн и других животных, обитающих в горах. В связи с активацией в последние десятилетия человеческой деятельности данный вид находится, к сожалению, на грани исчезновения. Это также обусловлено высоким спросом на шкуры животного. Охота на барса в прежние времена у ингушских охотников считалась опасным, но отважным делом. А знаешь ли ты, Тимур, легенду об известном в горах охотнике Гвейте-Шатуре? Однажды, во время одного из выходов в горы, ему навстречу выскочил барс. Шатур хотел убить его, но вдруг пожалел, увидев, что тот жалобно скулит и приближается ползком. Охотник понял, что-то не так, и зверь ищет помощи. Осмотрев его, он увидел рану на лапе. Принеся зверя домой, он промыл ему рану и наложил на нее повязку. Шатур выходил снежного леопарда, и с тех пор он каждый раз сопровождал его на охоту, помогая загонять ему дичь, а человеку за это выделял ему часть добычи. Вот такая забавная история была, Тимур, когда-то много лет назад. Да, прямо-таки захватывающая история. А может ли кто-нибудь из наших телезрителей поделиться с нами другими, не менее интересными историями из жизни животного мира?